Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Вот народный штаб. В народный штаб в Койташ прибыли сотрудники милиции во главе с замминистра внутренних дел Мирланом Каниметовым. Хотят допросить Алмазбека Атамбаева. Сейчас ожидается, что кто-то из представителей штаба выйдет и дадут ответ. Вот представитель штаба Кундуз Желдубаева.
А вот это без еще повестка берген билет, нам bizim экс-президенттин ошо укуктук органдарынын кызматташуу багытында өкүлү Сергей Слесарев Михайлович Листерде. Ал үч жолу кат жөнөттү. Эки жолу ушу начальник следственного управления отправил письмо, бир жолу ушу министр Габинетин Бектович, үчүнчү жолу келгендечи. Он там указывает ряд нарушений, которые были допущены. Конституция, законы, что экс-президент еще обладает иммунитетом, обладает статусом экс-президента и не может быть привлечен в качестве либо свидетеля, либо кого угодно. Да? И эти письма он направлял, и все вопросы относительно повесток, все это надо Сергею Слесареву. Al kişiyle baylaştık. Al kişi hazır Gül Albay'ın dedi. Штабтан çıkıp cevap verir. Послал Дишвек только батька. Негде экс-президент айтканда суроолордун баарын ушул Сергей Слесарев. Мыйзам бұз болса сот алтарында сот қойыр, барын чечіп алса оныққа. Негіз тоқтон бар білесіз. Бирок биз айтып атпайбызбы, ошо биз ошо экс-президенттин өкүлү дагы каршы, да, каршы дейм ба, они не признают то, что Жогорку Кеңеш с нарушениями, грубыми нарушениями Конституции, законов принял такое постановление, да, о привлечении. Поэтому пока власть не придет, не вернется в правовое поле, экс-президент сам заявил, что он не будет являться в органы следствия, дабы не легализовать эти незаконные действия правоохранительных органов. И тут мы уже ничего не сможем. Это позиция экс-президента и это вот юристов, представителей, которые говорят, что там ряд нарушений, власть действует незаконно. Не, постановление Жогорку Кеңеши могли же законный представитель обжаловать в суде? Да, мы в Конституционную палату уже подали заявление, там уже даже сроки определены, что в ноябре они это рассмотрят. Поэтому пока Конституционная палата не даст, не рассмотрит, не даст, мы экс-президент не будет являться на Рассмотрение Конституционной палаты вашего ходатайства является основным для приостановления дела? Ну, мы же говорим, что вообще вся эта процедура лишения неприкосновенности, она была незаконна, поэтому мы не признаем это. Правового поля, да? Правового поля, что не обжалует. А Жогорку Кеңеш нарушил же это. Законы сами. Жогорку Кеңеш власть сама нарушает законы Конституции. И как если... Вот Конституционная палата пусть рассмотрит в ноябре. Вот пусть в ноябре скажет, вот тогда... А так наша позиция, да, экс-президент оппозиции, он уже озвучил это, говорил, что он не будет являться в орган следствия, чтобы не легализовать незаконные действия властей. Спасибо. Ну, ладно, спасибо, хорошо. До свидания. Иван Натанович, да, можете нам тоже? Пойдемте сюда, да. Иван Натанович, с чем связано, что вы сегодня лично прибыли сюда? Что вы хотели сейчас здесь осуществить? Как вы сами знаете, еще в 2013 году было возбуждено уголовное дело по незаконному освобождению от Азиза Батукаева по статье 304. Вступлением с 2019 года новых кодексов данное дело было, как можно сказать, было перерегистрировано в РПП по статье 319 коррупция. В рамках досудебного производства нами 3 раза была вручена повестка о явке следственного органа дать показания в качестве свидетеля. Но на сегодняшний день ни законный представитель, ни сам экс-президент никаких ответов не дал. Каковы дальнейшие действия МВД? Вот вы три... В соответствии с законом. А что закон говорит на этот счет? Вот вы 3 раза повестку дали, сейчас лично прибыли с главой следственной группы, но вам сказали, что не выходить, на допрос не будет. В вашей присутствии сказали, Да. обжаловали все эти действия в Конституционной палате. Да. Будут ждать решения Конституционной палаты. И закон что говорит дальше? Что вы теперь будете делать? В рамках закона.
Ну вот, что в рамках Не закона? будем распространяться об этом. Не будем распространяться об этом. Ну, это следствие будет решать. А, это следователь будет Не решать. я лично. Ага. Следователь, как процессуально независимое лицо, он будет принимать законные решения. А с чем связано, что вы сегодня лично прибыли сюда? Ни с чем не связано. А уточняющий вопрос, вы для чего приехали? Чтобы лично как бы провести беседу, опросить или как? Как лично опросить? Лично я могу в гости ходить, опрашивать, беседовать в рамках досудебного производства. То есть А- следователь, руководитель следственной группы. А такой вопрос. Принудительный привод предусматривает закон Предусматривает новое решение за следователем. за следователем? Да. А по вашему мнению, будет привод или нет? Законные все эти решения примет следователь. Следователь. Хорошо. Kunduz qaytib shu sizga da berib qo'ysin ikki so'z. Alsit qoldi. Ratsionallashib qo'ysin. Это в рамках следствия следователь полномочия. Хорошо. Спасибо большое. В общем, сегодня в Народный штаб прибыл лично замминистра МВД Мирлан Каниметов. Попробовали они вместе с начальником следственной группы МВД допросить Атамбаева по делу Азиза Батукаева. Но вот, как вы слышали, да, вышла Кундуз Джолдубаева, советник экс-президента на общественных началах, и сказала, что они не признают решение Джордж Кенеша о снятии неприкосновенности Сатамбаева законным, обжаловали это в Конституционной палате, и вот сотрудники милиции уехали. Ни адвокат, ни сам Атамбаев к ним не вышел. Что будут дальше делать, они замминистра не озвучил, сказал, что все будет в рамках закона, и что дальнейшие решения будет принимать исключительно руководитель следственной группы, либо следователь. Вот сейчас попробуем узнать, дадут ли комментарии сама Кундуз Джолдубаева.